Сейчас мне 32 года. Кто-то скажет, наверное, молоденький какой-то, что он вообще вышел. Когда я ходил в детский сад, то мне, как и многим из вас, наверное, говорили, что каждый человек в этой жизни может творить добро, может изменить этот мир. Не все, по-моему, верили. Когда я учился в школе, история повторилась. Все учителя в один голос говорили, что главное в жизни – это творить добро. Опять же говорили что-то про изменить мир. В высшей школе экономики, где я учился тоже, преподаватель по английскому языку как-то завела разговор о том, что добро – это вообще самая важная вещь, которая может существовать в этом мире. В общем, учился, и к окончанию университета я уже точно знал, что действительно каждому человеку в этой жизни под силу изменить этот мир и под силу творить истинное добро. Но все очень хорошо было в теории. На практике я это осознал только через несколько лет, когда стал руководителем направления социальных и благотворительных проектов компании «Газпромнефть». Некоторые мои друзья, знакомые, например, мой брат, до сих пор считают, что благотворительность – это самое простое, что может быть в жизни, что заниматься ей вообще ничего не стоит. Обычно так думают те, кто этим никогда не занимался, как и в любом другом деле, наверное. Я лично считаю, что ничего сложнее в этой жизни в принципе не существует, чем заниматься благотворительностью. Российский актер и режиссер Леонид Леонидов как-то сказал: «Все не только не так просто, но и просто не так». Вот теперь реально вдумайтесь. Одно дело, когда вы даете милостыню на улице, просто тратите свои средства, выделяете 1000 тенге, 2000 тенге. А представляете человека на том месте, когда он управляет бюджетом 4 миллиарда рублей, переведете сами, и получает сотни писем о помощи ежедневно. Причем письма, от некоторых из которых просто разрывается сердце. Поверьте, это действительно просто не так. Когда я занял позицию в компании «Газпромнефть» и погрузился в мир благотворительных проектов, я столкнулся с целым мешком проектов, с целым мешком проблем различных. Я специально говорю с мешком, потому что в компании даже никто не знал, а сколько вообще всего у нас социальных проектов и кому мы оказываем благотворительную помощь. И, наверное, не существовало той организации, которой мы никогда бы не оказывали благотворительную помощь. И в этот момент я всерьез задумался именно про то, чему учили так долго в детском саду, в школе, в институте. А действительно ли то, чем я занимаюсь, это творить добро? А вообще история это или это про добро, или про что-то другое? Потому что фактически все было так. Наверное, вы знаете, особенно здесь достаточно много НПО, что мы выделяем средства, организации, сами не понимая, развиваются они или нет, получают и принимают эти средства и ждут следующего транша. И это был тот момент, когда действительно нужно было принять какое-то кардинальное решение. Вы знаете, что в жизни бывают такие ситуации, когда вы, например, захотели переехать в другой город, сменить место работы, завести семью. И это именно, наверное, тот случай, про который я сегодня рассказываю, когда было не обойтись без кардинальных перемен и решений. К счастью, меня в этом очень сильно поддерживало руководство. И понятно, что в любой ситуации всегда будет куча недовольных, и кто-то скажет, что вы сделали что-то не так, но мы приняли кардинальное решение. Наше решение – это отказ от благотворительности и переход к социальным инвестициям. Но обычно, когда мы говорим благотворительность, мы понимаем, что вы кому-то даете средства и ничего не просите взамен. В компании «Газпромнефть» мы это сокращенно называем подходом «отдал и забыл». Социальные инвестиции – это, как и любой другой вид инвестиций, это такая, конечно, сложнее вещь, наверное, более трудозатратная, но которая предполагает, что когда вы выделяете средства, вы хотите добиться определенного результата. Причем так происходит не только в бизнесе, не только в благотворительности, но и в принципе в жизни. И наше решение – это запуск программы социальных инвестиций «Родные города». Мы ее так специально назвали, потому что для нас
та территория, где мы занимались социальными проектами, это территория родная, потому что здесь живут и работают наши сотрудники, здесь живут их семьи, здесь стоят наши производственные объекты, поэтому у нас, как у бизнеса, нет другого пути, кроме как развития этих территорий. Вот так примерно к началу 2013 года программа «Родные города» стала моим личным пониманием, а что вообще значит творить добро. Конечно, когда принимаешь такое кардинальное решение, наверное, это чувство вам знакомо, постоянно задумываешься о том, а правильно ли ты поступил. Ну, действительно, а может быть, не стоило ничего делать, может быть, стоило все, оставить так, как есть, вот, отвечать на эти письма, просто реагировать на обращения, или вообще, действительно, ничего не менять. Зачем все это? И, не знаю, как у вас, в моей жизни это был такой непростой период. Я достаточно часто просыпался по ночам, иногда в поту, иногда нет. Шел на кухню, пил воду, минут 15 стоял, думал обо всем этом. Не смеяться. Это серьезно. Потом возвращался, ложился спать, еще какое-то время думал, засыпал. В общем, еще такая страшная вещь, которая случилась, как я уже сказал, люди же, они не любят меняться. Всех устраивало, кто-то писал письма, кто-то выделял деньги в ответ на эти обращения. Поэтому пришлось столкнуться с очень большим сопротивлением со стороны тех сотрудников, которые раньше занимались благотворительностью в регионах. А самые главные наши противники и оппоненты – это те организации, которым мы раньше выделяли средства по обращению, и которым надо было как-то перестраиваться, жить по-новому. Вот сейчас могу с уверенностью сказать, не бойтесь и перестраивайтесь, так будет проще. И долго мы не могли понять, а правы ли мы вообще. Хорошо, что Казахстан есть. И когда к нам в 2016 году приехали коллеги из Самру Казана Траст делиться, вообще узнавать про наш опыт, для нас на самом деле это был такой настоящий культурный шок. Представляете, никто до этого нас об этом не просил, тут вдруг неожиданно, вот как гром среди ясного неба, приезжает делегация в количестве 8 человек. В общем, наверное, это был такой момент, когда в очередной раз стоило бы задуматься. Я задумался над вопросом, а получилось ли у нас? Нет, а почему вообще тут вот этот опыт и чем делиться-то? И я задал себе вопрос, а как же вообще творить добро в большой корпорации? Что для этого нужно? Думал я долго, и появилось несколько ответов на этот вопрос. Первый из них, на мой взгляд, такой очень значимый, это глубокое погружение. Потому что история про социальные инвестиции – это в первую очередь история про перезапуск себя. И это именно так в случае с командой родных городов. Потому что, когда вы этим занимаетесь, нужно обязательно погружаться во все нюансы, во все детали и пахать очень глубоко. Приведу конкретный пример. Мы запустили грантовый конкурс для некоммерческих организаций. Казалось бы, можно было отдать все фонду-оператору, сказать, вы там займитесь, раздайте деньги, а мы социальные инвесторы, мы пойдем. Но в нашем случае было совсем не так. Мы очень подробно участвовали в разработке всей документации конкурса. Мы изучали все многочисленные заявки, хотя их было, я не думал, что их будет так много. Мы общались со всеми победителями и участниками конкурса. Мы действительно участвовали в выборе всех победителей конкурса. Мы занимались мониторингом всех проектов. И вот это действительно история про глубокое погружение. Или приведу пример такой типичный, сейчас очень модно. У нас вообще в России сейчас год экологии. Экологический субботник. Вы решили провести акцию, но если вас попросило об этом руководство, и сами это глубоко не прочувствовали, не погрузились в это, то, наверное, у вас не получится привлечь участников к этой акции, если, конечно, вас, опять же, руководство не попросило и участников акции тоже привлечься. Но это не тот случай, про который мы сегодня говорим. И если вы не разделяете глубоко эту ценность экологичности, ценность совместных действий, ценность акции, наверное, у вас ничего не получится, потому что другим людям нечего будет с вами разделять. Продолжая про корпоративное волонтерство, у нас
У нас в команде родных городов есть Анна Чесанова. Дайте водички. Которая решилась и взяла на воспитание девочку из детского дома. И сегодня я не знаю, кому можно было бы доверить корпоративное волонтерство, кроме нее. Ладно, сейчас будет попроще. Второй ответ на этот вопрос – это социальная сеть, без чего не может существовать ни один социальный проект. Правильно, ни один социальный проект не может существовать без людей. Если вы пытаетесь что-то сделать, но никого в это не увлекаете, то проект не жизнеспособен. Вам обязательно надо найти, вот сегодня многие подходили в перерыв, вам надо обязательно найти сеть партнеров, с которыми вам будет проще это сделать. Опять же, приведу конкретный пример. У нас есть такой проект «Вместе открываем мир». Это проект, который мы делаем вместе с благотворительным фондом «Рауль», вместе с корпоративными волонтерами, и который направлен на то, чтобы воспитанники детских домов и школ-интернатов научились жить самостоятельно. Этого проекта в принципе не было бы, если бы не было благотворительного фонда «Рауль», если бы не было волонтеров корпоративных, если бы не было самих воспитанников, которые желали бы чему-то научиться и изменить этот мир. Ну, например, один из, очень, наверное, такой простой и не совсем казахский, один из воспитанников захотел научиться приготовить борщ. Что обычно делают традиционные благотворители? Они ведут его в ресторан, кто-то ему варит борщ, кормит, ведет себе домой. В нашем случае, в случае с этим проектом, все было совсем по-другому. Мы хотели, чтобы он научился это делать самостоятельно, поэтому волонтер, который вызвался ему помочь при помощи специальных тьюторов из благотворительного фонда, он, в принципе, пошел с ним в магазин, они составили вместе перечень продуктов, которые нужны. Он не стал за него готовить, когда они пришли домой к нему этот борщ. Он просто смотрел и наблюдал, а как же он этим занимается. Это такой случай, когда второй раз при помощи социальной сети и активного участия воспитанник уже научился это делать, и он сможет это сделать самостоятельно. И здесь важна именно социальная сеть. Третий ответ на вопрос, а как же творить добро в большой корпорации, что для этого нужно, я условно назвал всерьез и надолго. Потому что история про социальные инвестиции – это история про долгосрочные результаты. И здесь я хотел бы в первую очередь обратиться к НПО. Нам, как бизнесу, очень важно видеть долгосрочные результаты от каждого проекта. Нам важно понимать, а что же будет с теми, кто у нас участвует через 3 года, а что же будет с ними через 10 лет. А если мы занимаемся чем-то для детей, а кем они вообще станут в жизни? Чем больше вопросов вы себе задаете, тем лучше, тем структурированнее и проработаннее будет ваш проект. Ну, например, мы проводим такой турнир, мы его назвали «Умножая таланты». Это турнир по решению нефтегазовых кейсов для старшеклассников 8-11 классов. Когда мы развиваем кадровый потенциал компании, мы не хотим сразу взять студентов, выпускников и стремиться к тому, чтобы они пришли к нам на работу. Мы хотим, чтобы большинство этих старшеклассников выбрали инженерно-технические специальности, поступили в вузы, отучились с них, и потом мы надеемся, что какая-то часть из них придет на работу в компанию. Или сегодня вот уже начали говорить про спорт, турнир детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпромнефти». Проводя этот турнир для мальчишек 10-11 лет, мы надеемся, что через многие годы это будет новое поколение чемпионов. Вы представляете, и только вдумайтесь, на открытии детского турнира в Олимпийском Сочи пришло в прошлом году 12 тысяч зрителей. В последний раз там было столько только на Олимпийских играх. После этого арена никогда столько людей не собирала. Это было серьезным испытанием в жизни ребят, и, конечно, это позволяет настроить их на определенный лад и на определенный выбор карьеры. Так вот, мы проводим в 2017 году уже 11-й турнир, а участники первых турниров играют в командах континентальной хоккейной лиги. Именно так, всерьез и надолго. В общем, чем больше вы задумаетесь о своем будущем, о дальней перспективе, тем более безоблачным оно будет. Не зря психологи говорят, наверное, есть психологи в зале,
что чем чаще и лучше вы представляете себе идеальный образ, тем быстрее вы к нему придете. В случае с социальными инвестициями это именно так. Еще один ответ на вопрос, а что же нужно, чтобы творить добро в большой корпорации, я условно назвал «было-стало». Для того, чтобы получить какие-то результаты, и результаты долгосрочные, надо изначально задумываться, о каких результатах вы хотите добиться. Если у вас на входе нет понимания, а что же будет в итоге, то с чем сравнивать то, что в итоге получилось? Опять же приведу пример грантовых конкурсов для некоммерческих организаций. Мы, как, наверное, и другие грантодатели, хотим, чтобы мы поддерживали устойчивые проекты. То есть это те проекты, где мы один раз даем финансирование, и дальше люди будут жить и развиваться самостоятельно. Мы не готовы поддерживать одни и те же проекты до старости. Именно для этого мы проводим специальные исследования, которые показало, что большинство наших проектов, хотя мы этого, честно говоря, не сильно ожидали, большинство наших проектов, которые мы поддержали в прошлые годы, сейчас активно развивается. И это именно тот результат, к которому мы стремимся. Простой пример было-стало. Ну, здесь нужно, наверное, еще раз обо всем сказать, прежде чем мы перейдем к финальной точке, и напомнить, что ответы на вопрос, еще раз подчеркнуть ответы на вопрос, а что же нужно, чтобы заниматься благотворительностью в большой корпорации, чтобы творить добро, чтобы заниматься социальными инвестициями. В общем, называйте как хотите, но с этими вещами нужно жить. Первое – это глубокое погружение во все детали и нюансы всех проектов. Второе – это социальная сеть, это партнеры, это сеть партнеров, это желание привлечь всех, кого только можно привлечь. Третье – всерьез и надолго. Долгосрочные результаты, долгосрочные перспективы и задумываться об этом. И четвертое – было-стало. Это именно изначальное определение тех результатов, которых вы хотите добиться. Ну и последний ответ на этот вопрос, наверное, он самый важный. И хорошо, что есть эта конференция. Он так и называется «Я верю». Потому что история про творить добро, история про социальные инвестиции, история про программу «Родные города» — это прежде всего история про веру. Необходимо верить в себя и в свои силы. Необходимо верить в то, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Необходимо верить в людей, с которыми ты работаешь бок о бок. Необходимо верить в партнеров, совместно с которыми ты реализуешь проекты, и всячески их за это благодарить. Необходимо верить в людей, для которых ты это делаешь, и ты должен их искренне верить в них и искренне любить. Сегодня я могу сказать на 100%. Я действительно верю во все это, и поэтому мне просто жить и работать, и даже вставать и работать в выходные дни и совершенно не переживать по этому поводу. Марк Твен когда-то сказал: «Не упускайте случая делать добро». Я нашел ответы на вопрос, а как же творить добро в большой корпорации, и мне кажется, что у меня все получилось. Я уверен, что каждому из вас стоит только захотеть найти ответ на тот вопрос, который его интересует, и у вас тоже все получится. Спасибо.